Здравствуйте, я Арюн Гуа, этнопевица, музыкант. Арюна Немаева. Этнопевица, музыкант, хранительница нашего дыхания земли бурятского народа, горлового пения. Встречаю на сцене Арюн Гуа. Я счастлива оказаться здесь. Я впервые в Калмыкии. Благодарю наших друзей и спонсоров за организацию такого замечательного концерта и встречи с вами. Я до этого считала, что калмыки все равно немножко подальше, имеется в виду по культуре. Если я до этого где-то встречалась на фестивалях с участниками, с хореографами, с певцами, ну да, костюм я представляла уже, что у нас костюмы разные, но я думала, что где-то 2-3 слова, наверное, общих у нас есть, одинаковых, ну и все на этом, да. И вот слышала музыку, и все, вот все, что я знала, что еще есть буддизм, да, у нас объединяющая религия такая, буддизм, да, одинаковая. Но когда я приехала в Калмыкию, прилетела, это просто, я понимаю, о чем говорят калмыки. Когда учили песню «Мини Газыр», вот все понятно. Это просто поразительно, я не ожидала такого, что язык настолько схож. Да, я не знала, что нет деревьев. Я не знала. Я думала, наверное, как у нас тоже вот это, да, открытие, что нет деревьев. И второе, знаете, мы вот, начиная даже с водителя, да, который нас вез в Волгоград до Элисты, от него, знаете, он как будто мой был родной дедушка, знаете, такое тепло, знаете, такое доброе, я не знаю, такая близость чувствовалась, даже не передать словами. Ну, как будто у меня такое ощущение, как будто я обрела новых родственников, как будто я стала богаче. Гуа — это наша приставка, которая давалась раньше принцессам и княжнам, таким как, Алан Гуа, знаете, да, Мангалджин Гуа или Гуа Марал. Это вот наши мифические персонажи, наши прародители. И я вот решила, так как работаю в этномузыке, решила вот так выделиться. Почему такой образ? Так как я пою горловое пение, а горловое пение это связано вот, с шаманизмом, да, с чем-то мистическим. Я ранее играла в национальном ДГЛе, играла на Варенхуре, в аутентичном таком формате выступала, но мне уже хотелось чего-то нового, и так как я все равно представитель подрастающего нового поколения, мне хочется что-то фьюжн, микс, и решила вот работать в этой сфере, музыку подавать с более современного, нашу народную музыку, показать, насколько красива наша бурятская культура. И в таком модерн стиле я показываю. Ну, вообще я слушала Энигму в далеком детстве, затем у нас стало появляться какие-то исполнители монгольские, там Тува тоже, да, экспериментируют. И на тот момент, когда я начинала это создавать, было еще мало таких экспериментов.
Ну вот я решила занять это поприще. И, ну, это мое, это меня драйвит, и мне нравится. Так, я пою бурятские народные песни, я их аранжирую, современные обработки подаю. Обращаюсь к разным аранжировщикам, работаю с разными диджеями. Как бы нет такого, что к одному только обращаюсь. Вот, с разными экспериментирую. Там пишут с Америки у меня, мы дистанционно. То есть я отправляю свои записи, дорожки, они переделывают и отправляют мне готовые. Все придумываю сама, что где-то услышала, где-то увидела, все это как бы воплотила в себе. Насчет клипа «Эрбут Сохар» и сцены единения с природой, где я лежу это соленое озеро у нас такое уникальное, специально выбрали эту локацию. Вот это была идея, например, Миши Цыренова, оператора. Нарисовать, например, старомонгольскую письменность на лице, это была идея мейкапера, моей подружки Денсона. И как бы все вот так, мы просто нашли так друг друга все вместе, люди, которые любят поэкспериментировать, и у нас получился такой продукт. Костюмы я вот нашла, например, серое платье, это наряд дизайнера Евгения Мордыгеева, можете найти в Инстаграме, где бы она ни участвовала, она всегда выигрывает в фэшн-показах, она у нас очень известный модельер, у нее была коллекция «Радуга» называется, это вот одежда такая вот примерно серых цветов, да, в серых тонах, и почему «Радуга», потому что у них на головных уборах были такие полосы разноцветные. У меня вообще два проекта. Сольный проект — это Арюн Гуа, где вот я в таком мистическом образе выступаю с электромузыкой. И есть второй проект — это этнорок-группа «Нукер». Я солистка, нас 6 человек, мы существуем более года. Поучаствовали в многих фестивалях уже за это время, и нас начали приглашать как хедлайнеров. Ну, и как бы я думаю, тоже, ну, мне тоже рок-музыка нравится, я вообще все детство слушала тяжелый рок, Металлика, Ария, Iron Maiden, это все мое. И, ну, как бы пока что я на 2 проекта работаю. Дальнейшие планы какие? Поучаствовать в разных ТВ-программах, фестивалях, побольше себя показывать. И обычно, как бывает, если ты на одном фестивале засветился, то тебя и другие организаторы приглашают в свои регионы. Но мы двигаемся, работаем над альбомами, над синглами. Работы много. Всегда хочу совершенствоваться, развиваться вокально, в народном пении, в горловом пении, в маринхуре, в органе, лимбу. На лимбе еще играет и духовой инструмент. Вот. Всегда, конечно, артист — это такое поприще, где всегда развиваешься. Нет такого предела мастерства. Ну, я маринхуристка. Те, кто играет на маринхуре, у нас это подразумевает то, что ты еще и поешь горловое пение. Ну, конечно, у нас мужчины в основном поют. И когда я обучалась на маринхуре, мне всегда это было интересно. Все вокруг говорят: ты же девушка, как ты будешь петь-то, как? Ну, это невозможно. Я говорю: ну как, можно, наверное, научиться. И все, и научилась. И вообще началось все с ульгеров, это наши сказания, эпосы. У нас проводятся часто конкурсы ульгершинов, и я решила поучаствовать там. И вот начиная с ульгеров пошли народные песни, потом этноэстрада, потом вот как бы авторские песни пошли. 18 лет мне было тогда, сейчас мне 32. Вот, и невозможно сказать, что я вот научилась за год. Это все развивается потихоньку. Ты сначала учишься извлекать звук. Там через 2 дня хочешь попробовать, он у тебя пропал, не можешь вспомнить, как ты его... И оно как-то вот со временем, ну, как у всех певцов, голос годами становится
объемнее, сильнее, диапазон расширяется, и у меня вот так же в горловом пении. И я бы дальше еще хотела развиваться, и у меня сыгыт сейчас еще в обработке, я работаю над этим. Это сархире, свист называется, прием свист. Да. Всегда есть к чему идти мне. Я всегда говорю, что это как прием скриминг вокальный, когда ты извлекаешь звук такой, да, такое расщепление. Просто поглубже в области гортани нужно зажимать, вот эти мышцы напрягать, в тонусе держать, и тогда получится вот такой звук. А ты сейчас можешь сделать? Хотя бы. Хотелось бы пожелать калмыцкому, нашему братскому народу развития культуры, я как культурный человек скажу, так как культура – это лицо народа. Да, как и у всех малых народов в составе России есть проблемы утраты, глобализации, сохранить язык, передать подрастающему поколению. Как бы это сложно ни было, но культурные люди, люди, артисты из сферы народной, да, из народной культуры, они несут на самом деле огромную большую миссию, популяризируя, распространяя свою культуру. И это очень важно их поддерживать, чтобы было много клипов, много артистов, групп, разнообразных артистов. И вот это и есть развитие, и это и есть лицо народа. Мне кажется, культура на самом деле это огромная сила, которая может влиять на сознание, на душу, да, и вообще на все отрасли жизнедеятельности человека. Вот это бы хотелось бы пожелать. А так, все хорошо, я вижу, как процветает элиста. Я, кстати, узнала, что элиста означает песочный, да? У нас элигу, это будет песок, элиста. Тоже похожие слова. Спасибо большое.